Ну, уникальность самого музея, наверное, самой личности Авызова заключается. То есть человек, который действительно вклад большой внес в развитие литературы, творчества, сохранения. Вот. А личность вообще Авызова – это феномен для всего и казахского народа, и в целом для всего советского наследия, потому что он действительно большой вклад внес в развитие именно труда Абая, вот, сохранение творчества различных, в том числе и для киргизского народа он внес важный вклад. Идея музея как раз то, что мы постарались сделать, раскрыть именно личность самого Авызова через его достижения, через его признание и через его труды. Сложности, наверное, то, что, во-первых, там стесненность, а площадь помещения не такая большая. Проведение работ, проложение коммуникаций, там, не разрушая конструктив, потому что там стены в основном шли не монолит, а несущие с заполнением. А это здание, оно было построено как музей, как административное здание, там сидит обслуживающий персонал. Систему автоматизации именно по контенту, по аудио, по видео, чтобы это все по времени включалось, выключалось. Это умный музей. Это все было оформлено в таком стиле общедоступном, общепонятном, молодежном, скажем так. Эта вся информация на виду, она интересна, она предложена, предоставлена зрителю, посетителю и в современном стиле. Руки Серого, они всегда смотрятся выигрышно в любом здании. Пол изначально было решено делать серый с оттенками синего, это поэтому создает такую холодную атмосферу. И в дизайн мы добавили немножко охристых цветов, чтобы какие-то такие темные, может быть, пасмурные дни просто добавить немножко теплоты по этому музею. Старались создать атмосферу, которая бы, когда человек приходил бы в музей, он бы погружался в определенный, не то что период времени, он бы погружался в определенное настроение. Вот. Сложности были, наверное, в сборе аналитики самого материала по музею. Так сложилось, к сожалению, что главный идеолог этого музея, в данном случае это Диар Аскарович Кунаев, он внук является Мухтара Авызова. К сожалению, в декабре он сильно приболел. И все то, что идеи, наработки его были, мы, конечно, постарались реализовать, но все равно во время реализации возникает много вопросов. Вот. И, конечно, именно это была первая сложность, потому что нехватка информации была. Те ответы, которые мы, конечно, могли получать быстро, оперативно, к сожалению, вот здесь возникли проблемы. Вот. Поэтому нам пришлось прибегать всеми возможными способами. Мы работали с библиотеками, научными фондами различными, чтобы погрузиться в экспресс в таком формате, погрузиться в историю. Первое, что мы ожидаем, это увеличение посещения посетителей. То есть для нас показатель основной – это увеличение посещения. Это номер один задача. Вот. Номер два, что мы ожидаем? Мы ожидаем позитивной, положительной реакции людей. Мы ожидаем, чтобы люди сами возвращались, чтобы они делились, что в музее есть. Мы надеемся, что в тех же самых социальных сетях будут отклики положительные. Ожидаем, что он определенным станет центром. Он станет определенным центром для любителей Авызова, его истории. И он, наверное, станет одним из таких туристических маршрутов города Алматы, где люди будут обязательно посещать, будут стремиться, чтобы посетить этот объект. Потому что, если так говорить, учебники читая, тяжело понять, проникнуться в тот дух времени, а благодаря музеям человек, погружаясь, изучая и смотря всю эту информацию, экспонаты, стенды, он сможет для себя запомнить и раскрыть личность
скажем так. Ну, вот что мы ожидаем.